Gulbahar Musaeva, people's artist of Turkmenistan. Gulbahar Musaeva was born in Ashgabat in 1946. She went on to become one of the founders of the Turkmen Ballet School. To this day, Gulbahar Arazovna continues to teach classical and folk dance in Ashgabat. Я закончила Ленинградское хореографическое академическое училище имени Агриппины Яковлевны Вагановой в 1965 году. И сразу приехала в Ашхабад, в театр имени Махтум-Кули, где стала ведущей балериной. Первым моим спектаклем дебютным был спектакль «Жизель» на музыку Адана. Ну и потом последующие годы я была прима-балериной, танцевала все спектакли, которые здесь шли на нашей сцене, и классического репертуара, и современного репертуара. Много ездила на гастроли и за границу, и по Союзу. Закончила я свое выступление на сцене в 1993 году. Пенсия моя была в 1985 году, я, в общем, пенсию получила. А еще после пенсии танцевала еще несколько лет. Там где-то 7 лет получается. А после этого меня пригласили в этот же театр, пригласили быть руководителем балетной труппы, где я была 5 лет руководителем. Вот. А потом, через 2 года где-то после этого, закрыли наш театр. И я пошла работать в музыкальное училище имени Дангата Равезова педагогом классического танца и народно-характерного танца, где и сейчас работаю. Но такого тесного общения с кем-то из художников или с композиторов такого не было. Такого не было, потому что все в работе, работа, дом и, в общем-то, так вот. Но очень тесно я потом сблизилась, это уже после того, как я закончила свои выступления. Это случилось, вот, общение такое с Дурдой Байрамовым. И не с ним только, а с его семьей. И совершенно случайно произошло. Я пришла на день рождения, это меня пригласила моя подруга Марала Наглеева. Она шла на день рождения, она меня пригласила к ним на день рождения. Я сначала отказывалась, потому что, ну, неловко как-то идти, не зная людей, зная заочно, но незнакомо. Вот, в чужой дом, в чужую семью, без приглашения. Но она сказала, что это очень простые и очень хорошие люди, и они всегда рады, ну, новым каким-то друзьям. И я пошла с ней. И вы знаете, то, что она мне сказала, что это простые люди, это вообще было как-то за гранью. Они меня встретили так, как будто знали меня вообще 100 лет. И девочки подбежали, и целоваться стали. Впервые я их вижу, они с поцелуями. И мама Гузель, которая моя сейчас подруга, вот, и она, в общем, пригласила войти в этот дом, и уже я не уходила оттуда, можно сказать. С ними подружилась. И там же, вот на этом дне рождения Гузель, Дурды сделал такое предложение меня писать мой портрет. Ну, я, конечно, согласилась сразу, потому что, ну, мастер, это мастер. И портрет, я понимала, что это останется на века. Но мы договорились, на какое время, когда я свободна, потому что я тоже работала. Вот. Он пошел навстречу, вот в мое свободное время он, значит, мне выделил это время. Хотя он сам очень занятой человек, и кроме меня там было кого писать. Вот, но пошел навстречу. А я, так как я работала в училище и работаю, а мастерские были на Русском базаре. Вот это было очень удобно. Там минут 10 ходьбы. Вот, и я приходила в мастерскую. Вот, и он меня писал. В процессе написания, вот он меня посадил на какой-то пьедестал, поставил кресло. Там немножечко, конечно, было неудобно, в том смысле, что высоковато.
И надо было сидеть все время так, никуда не раскачиваясь. Вот. Он, кстати, он сам предложил и позу, какая должна быть, искал, в каком ракурсе это все будет, как будут руки лежать, как будет повернута голова. Вот. Ну, я с этим согласилась. Я была в темном свитере, и у меня шарфик был такой, ну, рябенький. Вот он предложил, что надо шарфиком так закрыться, чтобы, ну, какое-то светлое пятно было на этом темном фоне. Вот. Ну, во время вот работы, во время сеанса этого заходили к нему художники, которые там же имели мастерские. Они заходили, что интересно, вот он спрашивал их посмотреть. Ну, когда уже что-то было готово, обычно, мне кажется, творческие люди немножко так не очень любят, чтобы им делали замечания. А вот меня это поразило, что он предлагал посмотреть и, ну, сказать что-то там, что-то как-то не так, может быть. Вот. Это говорит о том, что человек очень талантлив, и он, ну, не боится, понимаете? Это середнячки, они о себе большого мнения и боятся каких-то замечаний со стороны, не хотят этого слышать. А талантливый человек, он не боится этого. Вот потом садились, чай мы пили, ну там перерыв какой-то он делал, предлагал вот чай попить. Всегда сладости были, всегда там, я не знаю, кишмиш, курага, орехи, ну то, что на Востоке принято. А приходили к нему художники, Алмамедов приходил, один раз Изат Клычев был. И я тоже считаю, что это большая честь была для меня. Разговор, конечно, шел, как у всех творческих людей, о творчестве. Ну, что-то о балете вспоминали, которого уже не было к тому времени. Вот. О композиторах, о Холмамедове. Это очень часто вспоминалось. Не буду лукавить, мне показалось, что руки немножко грубоватые, на мой взгляд. Такие они, ну, как-то, может быть, даже не женственные. Вот. Да, показалось, что немножко, может быть, возрастной портрет получился. Я сказала об этом, вот это молодцы, что вспомнили, я сказала об этом Турте. Он сказал, я тебя такой вижу. Вот я вижу стержень твой внутренний. Поэтому, говорит, я и пишу так. Я говорю, ну, наверное, я через несколько лет такой буду, лет через 10. Вот он говорит, ну, возможно, да. Но это твой внутренний мир. Вот, видимо, твоя дисциплина внутренняя, твое желание быть первой, может быть, вот, то, что и было в моей профессии. Это все он почувствовал и передал это в лице. This portrait of Gulbahar Musaeva was created in 2003. It is currently preserved at the Bayramov Museum in Toronto. Да, выставили вот мой портрет, но там было очень много портретов очень известных людей. И вот среди этих портретов был мой портрет. Это впервые было. И, ну, мы пришли, мы друзья, мы там еще несколько женщин, кто дружит. Мы все пришли на эту выставку не потому, что это мой портрет был, а потому что это, ну, на самом деле, это было событие и для культуры туркменской, и для нас, интеллигенции, вот, которые, ну, гордятся, это громкие слова, конечно, но гордимся, что мы живем в то время, когда жили такие люди, понимаете? И было очень много людей, очень много. Это не то, что созывали, как часто делается, ну, чтобы вот откуда-то там студентов пригнали. Никого не пригоняли. Люди сами приходили и смотрели. Это в 2 этажа выставка, это столько было картин. Ну,
потрясающий. Мне очень нравится его работа натюрморта, мне очень нравятся его цветы. Это, ну, душа и Туркмении нашей, и, вот, и, видимо, его душа это. То, что тянулось вот к такому прекрасному, его душа. И вот он это изображал все в своих картинах. О том, что наша земля туркменская ничуть не хуже, чем земли другие, допустим, других стран. Что у нас есть свои красоты. И он это чувствовал, и он это видел. Может быть кто-то, ну не художник, пройдет мимо этого и не обратит внимания даже на те же пески, даже на тот же Саксаул, допустим. А художник это увидел, красоту в этом увидел. Понимаете? Ну, на то он и художник, что он должен чувствовать это немножко не так, как другие люди обыкновенные. В портретах он не только из знаменитых людей ведь показывал, он показывал простых людей, женщин простых. У него, кстати, очень, вот работа мне очень нравится, где он свою семью писал. Маленькие дети еще, где Гузель, там масса портретов ее, Гузель, где он показал вот свое отношение к женщине, в частности к своей жене, понимаете? Это теплоту, ну и то, что женщина, она должна быть над. Вот это вот отношение, я это почувствовала в работах. То, как он относился к своей семье, к своим детям. Это тоже все в работах. Это так же, как актер выходит на сцену или балерина выходит на сцену. Она болеет этим образом, она это через свое сердце передает, или танцовщик. То же самое художник, он все это через сердце. Ну, вот когда я к ним пришла, когда они меня окружили вот такой теплотой и заботой, это я вот сейчас говорю о семье Дурды. Ну, как сказать, я не хочется прямо это говорить при Бахарке, но это просто исключительные люди. И они меня поддержали очень поддержали. Когда мы с ним разговаривали, он говорил всегда очень тихим голосом. Я не слышала, чтобы он повышал этот голос. Мне кажется, что и в доме так же было, что он не повышал голоса. Там больше Гузеля как-то так. А он, ну, это опять-таки творческая личность, он все сосредотачивал, все эмоции свои, всю энергетику он сосредотачивал внутри себя. И потом это выдавал в картинах. Ну вот так бы я сказала. Когда мы собирались, да, мы собирались частенько, и у них собирались, и ко мне приходили, и приглашали, и Дурды говорили с Гузелью, чтобы Дурды пришел, он не приходил. Но потом в какой-то момент, когда мы уже все тут сидели, так расслабились, приходил Дурды, и все по новой начиналось, и мы его начинали кормить, и он что-то рассказывал. Интересно было. Интересно. И он всегда восхищался вот двориком. Вот он видел всегда прекрасное что-то. Вот двор у меня зеленый, тогда еще изгородь была, все. Он очень восхищался. И восхищался он не так, что а он смотрел, он как будто впитывал в себя это все, вдыхал это все. Ну и какое-нибудь слово скажет такое к месту. И все было понятно. Вот я бы так охарактеризовала.